Белорусской столице сегодня встречали итальянского кинорежиссера Джанфранко Кобиду. Гость из Сардинии прибыл в нашу страну для участия в мероприятиях Всемирной недели итальянского языка. Подробности в сюжете вовремя. Кораблекрушение. На берег тюремного острова Азинары, недалеко от Сардинии, море выбрасывает выживших актеров, охранников и каторжников-мафиози. Так начинается сплетение снов. Самая известная кинолента итальянского режиссера Джанфранко Кобиду, которую сегодня он презентовал в Минске. Это плутовская комедия, обладатель множества номинаций, премий и наград. Даже претендовала на «Оскар» за лучший иностранный фильм. Поездка в Минск – это для меня большой опыт, потому что в США фильм уже получил положительные отклики. А вот на Востоке мы еще не презентовали его, но я очень рассчитываю, что здесь моя картина будет принята так же хорошо. Итальянский режиссер и сценарист, чьи титулы в сардинской киноиндустрии сосчитать довольно сложно, в Минске в первый раз. Свой визит он начал с выступления перед студентами филологического факультета БГУ. Встречу посвятили тому самому известному фильму Джанфранко. Режиссер рассказал, что кинолента родилась благодаря пьесе Уильяма Шекспира «Буря». Собравшиеся внимательно слушали гостя и задавали вопросы. Я очень интересуюсь итальянской культурой, потому что я изучаю итальянский язык, особенно интересуюсь итальянским искусством. Именно со встречи с режиссером в Минске стартовала 17-я Всемирная неделя итальянского языка. В этом году ее мероприятия посвящены кинематографу. Это год итальянской культуры в Беларуси. Но тоже я хочу подчеркнуть, что в этом году это тоже год белорусской культуры на Сардинии. Это поэтому тоже это есть большое внимание. С успехом выступают очень много артистов из Беларуси на Сардинии. Это, думаю, уже культура, это сами, думаю, отрасль, где мы ближе. Завтра Джанфранко Кобиду планирует встретиться с генеральным директором национальной киностудии «Беларусьфильм». Итальянский режиссер хочет познакомиться с историей становления кинематографа нашей страны и оценить оснащение павильонов для съемок.